Have mercy on me, a sinner. Ребята, мое сегодняшнее видео немного неожиданное, потому что оно посвящается Ерлану Тургумбаеву, министру внутренних дел Республики Казахстан, а также всем людям, которые несут хоть какую-то ответственность во внесении поправок в законе. Возможно, даже это видео дойдет до президента, точнее, я буду рада, если он хотя бы мельком услышит о том, что женщины хотят изменений. Позитивных изменений в нашей стране, которых, мне кажется, мы заслужили. Мы живем в современном мире, но совсем скоро исполнится 20 лет, как изменили закон об изнасиловании, и из тяжкого преступления сделали изнасилование преступлением средней тяжести, что мне кажется абсолютной дикостью. Наверное, вы все слышали о случае с 2 бортпроводниками, которые совершили групповое изнасилование и получили за это всего лишь 2,5 года в тюрьме среднего режима. Что значит тюрьма среднего режима? Это значит то, что они могут отсидеть половину своего срока и выходить по условно-досрочному. Я не знаю вообще, как такое могло случиться, особенно учитывая то, что это групповое изнасилование. Также, возможно, вы слышали о абсолютно диком случае, которое произошло в том месте, куда мы все ходим с семьями, куда мы ходим с детьми, местом, которым мы гордимся, Медео. На Медео в общественном туалете тоже произошло изнасилование. Мужчина изнасиловал девушку. Причем в 3-й раз он привлекался именно по вот этой вот статье, и ему дали 3,5 года в тюрьме среднего режима. Я не знаю, как у вас, но у меня в голове это просто не укладывается. И, наверное, немного странно то, что это видео записываю я и для Инстаграма, и обращаюсь к таким серьезным людям, но, по-моему, пришло время выразить свою точку зрения, так как мне кажется, что особенно в последнее время неуважительное отношение к женщинам в нашей стране достигло какой-то критической точки, и каждый раз, каждый день, открывая новости, я вижу опять, что произошел какой-то абсолютный капец, если можно вообще настолько мягко выразиться. Почему я не обращаюсь каким-то другим способом, делаю это именно в Инстаграме, наверное, потому что я, как и многие из нас, потеряла надежду на наши органы, так как вот один из моих случаев, когда я столкнулась с абсолютно похабным, мерзким отношением к себе, был именно случай, когда меня поймали сотрудники полиции, остановили без каких-либо на то причин. Затем один из них посадил меня в машину и начал подкатывать. Это было несколько лет назад, и как раз моего мужа, на тот момент моего парня, не было в стране, то есть я маленькая, хрупкая девушка, у себя же в государстве, чувствую себя абсолютно незащищенной, и мало того, испытываю страх, находясь рядом с человеком в погонах. По-моему, это у меня даже просто нет слов. Хорошо, что я могу за себя постоять, то, что я сразу дала понять, что абсолютно не буду терпеть такого отношения к себе. И когда он начал переходить уже какие-то рамки, я сразу начала звонить своему парню. И как только мой парень взял трубку, сотрудник полиции начал строить из себя абсолютную дурочку, отпустил меня и извинился. Поэтому я не знаю, как нам быть, но надеюсь, что вместе мы, как сильный пол, потому что женщин я не считаю слабым полом, сможем добиться каких-то изменений, потому что мы заслуживаем всего самого лучшего. И я считаю то, что в своей стране мы не должны ходить и оборачиваться, мы не должны бояться, мы должны всегда знать то, что нам есть кому защитить, и чтобы тот, кто нас защищает, был не только наш молодой человек, да, допустим, который рядом, чтобы это было государство. Я хочу знать то, что мое государство может меня защитить. И это видео хочу закончить словами Нурсултана Назарбаева, потому что надеюсь, что к нему хотя бы прислушиваются люди, которые сидят у штурвала, которые могут реально что-то поменять. Однажды Нурсултан Назарбаев сказал, что быть женщиной – это не судьба, это великое предназначение. И наш мужской долг – это оберегать, ухаживать и
относиться трепетно к прекрасному полу. I'm an albatross.